Дырауларың бар жаным. Бұл стадалықтақтары ғаддадебет итистің тылдарынан онына үөқтен олтуы бар. Тебирі ұрлан етінері қытым можна. Стадалар аттарыттан, қағытан ұғытан берің дәдбе. FM радио, онда жарғалақтар қыттыстылар, бұл білеген телефонда атылар. Виктория радио тоғыттан бейман олар ауыд. Пиратскай да олдар, қайық бұтай. Давай. Мен бүгін ағай интудан тұру. Тоғыз тұтын суықтақ, нарын қарақтақ, о бұйуға йос жанақ, керекні таптатын. Керек ис нарын кис, сақам киha. Min soğutok duabı айматые. Посольство называется Сакерюрда. Основан когда был? Не знаешь даже. И вертолет откуда летает? Он же в Сакерюре не сидит. С Верхоянска? Из Батагая. Около Верхоянска. Постоянно был вертолет в стаде. А сейчас вот редко. Если человек болеет, то... У тебя тоже был случай, да? Вот чуть не погиб. Ну, это аппендицит. 4 дня лежал там. С этим аппендицитом. А чему? Вот по рации трудно было связаться или что-то? Ну, по рации трудно было и это. Ну, вертолеты еле-еле нашли там. Это отец Васки, да, этой маленькой. Он же так погиб в стаде. Вертолет там опоздал. Не было вертолета. Ну, я за него. Орел пролетел. Такое перо орла вот так. Тихо спустил. Я из него потом сделал это стихи писать. Ручку туда поставил. Покажу, поглядим. Это перо. Это как это волшебство. У меня настроение сразу изменилось. Тоска пропала. Ночь и вечер встретились вдали. Отломили небо от земли зубчатыми гранями хребтов. Обменялись тишью стылых снов. Ночь и вечер память принесли. Над могилой звездочку зажгли. Но меня ищите там, где даль вечно не дает понять печаль. Ночь и вечер сели у костра. И расстаться им давно пора. Только что мне вечность или миг? Я невыразимое постиг. О, зубы режутся, беспокоится. Ой-ой-ой-ой. Nakastas kami. Kimi ulang ka. Ito was look in about. It's a stuk. Jag tror att det är ja, du. Och så att hon nu läste kasten. Как называется эта местность? Он не рудага. Называется. Как перевести? Ну это дедушкин речка. А вообще куда я приехал?
Это стадо какое? 9-е стадо. А ты с детства, значит, в стаде побывал? С детства. Всегда только летом? Ну, когда был маленьким, только лето. Вот это где-то в 97-м или 6-м году только зимой. В школу нормально ходил, да? Вот с детства в Сокиреве поселке. Ну, где Сокрыва. А после 9-го в Покровске пошел. Там учился. Там что учился? Шофером или что? Ну, шофером. И почему не стал работать шофером? Я это права и не взял. Ну, короче, там провал сделал, гулял в городе. Не хотелось в Покровск, в городе остался Якутск. В армии служил? Не, А братья твои служили? ну, служили вдвоем. А ты почему не служил? Ну, это, во-первых, там у меня с аппендицитом там мешало, когда 18, а потом там остался. Ну, забыли про меня. Как забыл? Нет, не Не знаю. бывает такого. Они не забывают. Ну, Ты по национальности эвен? Или якут? Эвен. Эвен. И если ты вот из малочисленного народа, ты можешь отказаться Ну, от армии? ну, раньше был такой, а сейчас не знаю, есть или нет. Если ты оленевод, то тоже такой. Можешь Ну, отказаться. может отказаться. Вот ты как ты олень. Олень вот он тоже вон. Это оленевская страсть. Оленеводская страсть. Или как? Да. Все. Все. Живет. Тасывать. Они переворачивают, пересунуть на варанду. Школа сидит, ходили варанду. А он такой он играли. Куда он сидит? Как его стадо это играми? О, это мы худим. Стадо ведь кинай худим. Кинай. Казаки с ним. Это она другая. 9-е стадо. Кто там в это время был? Виталий был. Виталий это кто? Ну, это, ну, звеневод. Светлана был. Жена Виталий. И дочка Светланы, по-моему, нет? И Ну, Виталия, Оленька. Оленька тоже был. Ну. Потом кто еще был? А оленеводы какие? Еще кого-то не назвали. Попов Василий был. Рябчиков Василий был. Кольков, говорили. Он это с приездом здесь хотел помогать. Еще раз. Повторяй непонятливо. Ты тут. Ты туда. Еще кого-то не назвали. Уйбанчика, наверное. Иванчик-то это только что приехал из Жиганска. Kim boy veriyor? Yok. Yok ama. O bile ne kadar böyle ya?
Neyle kapsar bak. Kabarkalan o. Когда эти оленеводческие стада посещаешь, кажется, что постоянно повторяются там 3-4 фамилии, да, это Стручковый, Поповый, Колесовый, Старостины. А Константиновы это уже якуты, нет? Это твой папа якут? Мама Евенька. Мой отец это из Верхнего Блюзика. Как он здесь оказался? Не знаю я точно. Но, Даже не знаю. но он в детстве там жил и там учился. Но там же оленеводчества нету вообще. Ну, нет. Он когда это школу закончил, потом стал оленеводом. Почему перестал работать в стаде? Не знаю. Нога больная всегда была. Он всегда, с детства. Это ему не помеха, а вот когда... Ну, оленевод- конечно, помеха. Поэтому, наверное, охотником стал. Значит, он тебя учился, это он как будто наставник твой был, отец. Ну, конечно. И потом, когда мы кочевали, это было куда? Ну, тоже это он, да. Ну, Только ниже, да, только по ниже. речке. И это, потом Бориска с отцом твоим, они на охоту потом поехали, нет? По-моему. с нами. на утро охотиться пошли. والله لما استهتر اوقف الطولة Ona yürüyüş vardı. Ha? Когда первый раз сел на учеха? Ну, наверное, 2 годика было. Или совсем 1 годик. Не знаю, не помню. В это время они все совхозные были. В это время тоже частные были. Но много совхозных было. А в этих 80-х годах сколько в Эвенобитантайском улусе, сколько было? Штат. Стат, ну да. Ну, 15. Сейчас сколько осталось? Сейчас 400. Наверное, самое большое 1000 годов. Ну, эти. Ну, 400 только осталось. Значит, через 10 лет потерялось или исчезло сколько оленей? 10 тысяч, наверное, Ну, больше. больше 10 000. Невероятно.
Я часто встречаюсь с таким мнением, что оленеводы просто дураки, что они всех оленей съели или продали, что хотели сразу деньги иметь. Ну что ж, как же им жить-то будет без этого? Ну они, конечно, продавали оленей. В конце 80-х уже зарплаты не было. Им надо это, кормить семью. Сейчас кто управляет вообще этими стадами? Ну, агрофирма Она с государством связана, Да. государственным. государственная. Ну и как они работают? Без поддержки просто это, ну, дают продукты и все. Но не бесплатно. Значит, они Вот без... это зарплата бюджетная. Поэтому хорошо. А без бюджетной сейчас, наверное, ни один человек оленеводом бы не работал. Чуть-чуть, чекайте задану, ба. Оленеводом хочешь остаться? Вряд ли, наверное. Это не престижная работа. Или... Ну, там зарплата мало и... Ну, очень трудно там работать. Трудно найти девчонку, которая захочет там работать. Конечно. Как вообще сакерские девчата, они... Имеет это вообще значение для них? Если человек оленевод, то они смотрят на него, что он невыгодный жених, или так они не думают? Нет, не думает, наверное. Мужик. Мужик как мужик. Сейчас топором. О, все. Но бывают семьи, где мужчина работает в стаде, а женщина в поселке живет, она не хочет туда идти. Ну, конечно, бывает. М. Это, ну, Власка же был. Ну, Царство. У него это тоже жена, дочка. Но они раньше это не захотели, а сейчас будут в стадии. жениться пока не хочешь. Ну, пока рано. Ну, смысл надо, что-то надо найти. Аж есть. Тогда, наверное, все будет по-другому. И время покажет. Обзор одягнул. Маленький, но дали. Чао, куама истя. Твоя мама тоже всю жизнь в стаде проработала. Ну, здесь.
Почему парализацию делают? Ну, там уколили, это, против этих, бегулях называется. Ну, по-русски я знаю. Бруцеллез, по-моему, там против бруцеллеза. Не. Ну, паразиты же там у оленей бывают. Насекомые такие. Против них. Для оленей, наверное, ужасно, не? Ну, Пугаются. Ну, пугаются немножко. Кто-то сказал, что олень самый бедный зверь, самый бедный животный. Да не очень бедный. Но это... Я помню, мы там разговаривали о том, если есть после смерти другая жизнь, если переселяются души, и кто хочет быть кем. И думаю, ты сказал, что хочешь быть орлом или что-то такое. Ну, где-то там. Чтобы только летать. Чтобы только летать. Но и кто-нибудь сказал, но я не знаю уже кто, но кто-нибудь там сказал, я могу быть кем угодно, только не олень. Ну, было такое. Ну, действительно, олень, это бедный, когда это... Если он плохой, да, убежит от людей постоянно-то, убегает, и уже сразу убьют на мясо. А если там он будет это, издеву, тогда ну, каждый день его вообще не хотелось бы ему не стать.
В воскресенье, да. Мгм. Ну, в выходные постоянно пишут. А мы же не буду весь выходной. Но если выходные есть, то меньше денег получаете, нет? Точно. Ну, Как? Надо как-нибудь оленям объяснить, что у вас выходной. ну, они же важно. Говорят, когда родится ребенок оленеводу, то обязательно ему как будто дают своего оленя уже с детства. Это, наверное, старости лет. У тебя тоже был свой олень с детства? Есть. И он еще жив? Не, вот это погиб. Ну, бабушка там подарила. Хороший. Все. Опять, да? Все. Когда ты нарты делал, поскольку вспомнил, вот очень ждал, когда снег будет. На нартах удобнее, чем верхом ездить. Ну, конечно, на то удобно. Олень же маленький, Ну. поэтому встает. А на нарте же 2 оленя будет. Поэтому удобнее. Вообще, кто тебя учил, как это делать? Ну, это отец показал.
А из чего это сделано? Этот Ну, намордник? из этого кетчупа. Там же кетчуп есть. Ее резали. Все. Почему он этот намордник получил? Ну, потому что он это оленей укусил. Поэтому. Плохая собака, значит. Ну, он, ну, постоянно же, он же это за оленями. Ну, нервы же не крепкие. Я бы тоже этого укусил, наверное, если бы собакой был. Наверное, пойду учиться всю жизнь тайге, это вообще кошмар. Почему? Вот подробно расскажи, почему съездить в тайге кошмар? Ну, Чем плохая тайга? ну, здесь ничего делать нет. Только думаешь, откуда эти продукты найти, как оленей гнать, и все. Разве это не хорошо? Вот Да не. в поселке или вообще в городе там много проблем всяких есть. А тут простая жизнь, это может лучше, нет? Не. Газ. Từ từ. Gaz. Какой вообще Сакарир поселок, по-твоему? Мне кажется, сумасшедший поселок. Много пьяных, много драк, много самоубийств, много убийств. Люди здесь к этому привыкают или как вообще относятся к этому всему? Ну, наверное, все привыкшие здесь. Ну, родина ведь. Что сказать. Чувствуешь себя в опасности какой-нибудь? Понимаешь, потому что я приехал, и все меня пугают. Вот туда не ходи, туда не выходи, после 11 тебя школьники убьют. А ты как себя чувствуешь? Нормально? Нормально. Как всегда, одно и то же, наверное. Я так спрашивал, потому что у нас так люди думают, он, если в Сибири живет, то он как-то совсем рядом с гибелью живет постоянно. Ну, здесь тоже так говорят. Но судьба ведь, от судьбы не убежишь. Красивые. Красивые, ну,
Забрал, сделал. Эй, другие. Только в растеле. Молодая куропатка. И Дима кем будет? Сначала охотником, наверное, потом сам выберет свои перевалы. Куда пойдет. Эй. Вот этот человек пришел и похвалил нашего ребенка. Боимся. Это наши бабушки так делают. Во время болезней, вот это от можжевельника. Люди во все эти знамения, знаки веруют здесь. Искренне верят. Здесь искренне верят. Некоторые эти. Не все знают обряд. Некоторые считают дикий атеизм здесь процветает. Тебя учили в школе по-эвенски? Ну, где-то 2 дня. Когда еще в начальном школе. 2 дня? Да. И что за 2 дня тебя научили? Ничего. Но они попробовали. И сразу поняли, что ничего не Но получится. ничего не получится. Ну кое-что знаешь, да, Оран и Виркан. Орон. Орон это олень. Виркан. Кутиш окончание И, да? Бригадираш. А Этикей. я, это вопрос какой был? Яч. Сами эвены говорят, что они якуты. Акмо. Мои деды эвенами были. Мои родители по-эвенски знают, но меня не научили. Я языка своего не знаю. Поварач. Он. Тут в школе обучают, тут дети повторяют, ни слова не понимают. Это все равно как учить мертвый язык, шумерский язык, например, учить в школах. И значит, почему здесь обучают эвенскому языку, когда уже все хорошо знают, что эти дети не будут на нем общаться? Ну надо за что-то хвататься, за соломинку. Если учатся, пускай учатся. Кому это мешает? То, что маленькие народы ассимилируются и исчезает, это закон жизни. Все делаешь. Но это не значит, что мы вообще исчезнем и никого не останется. Если чего-то нету, зачем об этом плакать? И это, как сказать, почивать надо дальше, жить. Короче. Ты что-то не получается. Бля, ты мертвый. Зимой какие морозы бывают? В прошлом году где-то 60 градусов. И что в такое время? Можно выходить на улицу, можно работать? Ну, конечно, не постоянно надо.
Одиноко крадется небесный охотник в ночи, преследуя дивного зверя вершин тишину, чей искристый след, убегая к полярной глуши, слегка оживляет застывшие дали зимы. И я наблюдаю, оставив у скал оленей, как бродит по лунным отрогам таинственный зверь, и как утихает в душе покаянной моей тяжелый огонь поражений и горьких потерь. Тишина нужна для того, чтобы понять себя. И вот каждого охотника, каждого эвена, он всегда много времени остается один. И тишина это всегда с ним. И никто не выдерживает этой тишины. И стремятся в города, в поселки. Уходят не из-за того, что тяжело там некоторые ребята, а из-за этой тишины. Значит, тишина может быть опасна. Очень опасно может быть. Можно стать законченным эгоистом, этим одиноким волком. Жить можно так, ни с кем не считаясь, еще абсолютно свобода. И не считаясь мнением людей и зверей, все. Немножко можно так пожить, конечно, но можно свихнуться, попасть потом в больницу для умалишенных. Дайте мне соль, быстро. В чем удобнее проживать? В палатке или в домике? В доме. Конечно, в доме хорошо, тем палатка. А в этом доме, где зимой вот проживаешь, там телевизор может быть? Ну, телевизор. Вот в этом году отдали там движок, там телевизор с видео. Агрегат есть, да, электричество. Но магнитофон обязательно, да, батарейки. Какую музыку ты любишь? Какая тебе нравится? Из Якутска, наверное, это Лена Спиридонова будет. Из русских какие? С русских, наверное, это военные песни какие-то. Кабине нет шофера, но троллейбус идет и мотор заржавел, но мы едем вперед, мы сидим не дыша, смотрим туда, где на долю секунды показалась звезда, мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог троллейбус, который идет на восток, троллейбус, который идет на восток, троллейбус, который... Когда я у Марии Егоровны был, там много раз охотились на баранов, на чубуку. И ты, когда в 9-м работаешь, там тоже приходят. Ну что там охотиться? Там мало у нас, чем это Мария Егоровна. Мария Егоровна это, ну, перевал уже это, близко, поэтому у них, наверное, много.
Вы родственники? Ну, это дедушка же есть, Григорий. Ну, моя бабушка, так. Мать моей матери, с ним сестра родная. Ага. Значит, Мария Егоровна, она как тетя или что-то такое. М. Я mana там нашло. Учу да, там идёт. Ну, я один. Туги. А, кабы дилдәле. Багар ба. Кимәле, кимәле. А, вот. Моя родовая община называется Нудгодяк. По-обенски это будет, а перевод «кочующие». Сколько у вас сейчас оленей? Сейчас оленей 300 с лишним. Но переплод, сколько перевалилось, я не знаю. Так-то отел хорошо пошло. Почему вы решили создать свою родовую общину? Почему вы не согласились работать в государственном стаде, как раньше? Почему? Этот коварный вопрос. Ну, мне лично не понравилось указание начальства, что ли, или чиновники. Не хотели так, как раньше. А мы привыкли работать по-свойски, то есть по-старинному. Мы оленей никогда не бросали без присмотра. А люди те, сейчас работающие, все молодые, очень быстро им надоедает. Бросают оленей на произвол судьбы. И тут и звери, и браконьеры бывают. Ничего греха таить. Медведя встретили, они положили Стряхнин, да. Эти волки, что ли, попался сюда медведь-то. Ну, съел, дедушка говорит, Балкан ничего не оставил. О, не бывает. Мария Егоровна, она никогда не скажет медведь. Она скажет хозяин или там зверь, по-всякому, но медведь не скажет. Ты можешь сказать медведь, тебе не мешает. Не мешай. Это традиция всяких табу, запретов и вообще древняя религия эвенов, это тебя касается как-нибудь? Нет. Современные люди. Ну, огонь этот угощаешь, нет? Если вот Ну, огонь, конечно, угощает. А то всякие привидения там. Современный человек, но все равно огонь надо. Ну, огонь надо. Какие-нибудь такие попытки вот обращаться к своим духам, имеет для тебя это какое-нибудь значение, вот такие, ну, попытки возрождать древнюю религию, так сказать? Нет. Это вообще редко встречается, чтобы женщина возглавляла родовую общину. Обычно, да, мужчина бывает, да, бригадиром стада. Для вас, наверное, это трудно. Ничего не трудно. Нет? Ничего не трудно. Я все время, всю жизнь я возглавляла всей семьей. Вы всю жизнь оленеводом не работали, вы тоже другие профессии у вас были, да? Были профессии, были. Но тянула здесь свои стихии. Была связистом, была спецсвязистом, была инкассатором. В молодые годы были интересно. Просто хотелось другое попробовать, да? Да. В колхозе я оленей пасла,
Я охотником была. А потом мне захотелось попробовать другую жизнь. Пойти учиться. И к оленеводческой работе вы когда вернулись? А я вернулась в 60-м году. В 60-м году? Да. В 60-м году вернулась. С тех пор. Местности как называются, где Мария Егоровна кочует? Тарасала. Тарасала. Источник где? Он на перевале там где-нибудь, Ну, да? на перевале-то. Там это Собополе речка есть. Ну, гигантская уже территория. Там говорят, за перевалом Хрустальная гора где-то есть. Не, ну там... Скалы такие. Ну, скалы такие. Как будто там белая полоса, да? И видишь, внутри там хрустальчики лежат. В каком вообще положении сейчас родовые общины? Остальных я знаю, себя только я знаю.
Но все-таки говорят, я точно не разбираюсь, но говорят, что вам опять придется объединяться, кооперироваться с другими родовыми общинами, что будет такое... Я к этому очень даже не хочу кооперироваться с другими, тем более с другими. Они по-свойски, а мы по-свойски. А мне бы хотелось, эта земля вообще осталась нашим. А если вы объединяться не будете, то что будет из этого? Значит, дотации не будет вам или какая? Не знаю, тем будут гарантировать, я не знаю. Но я не хочу. Не хочу объединяться. То же самое, как и раньше. Первые советские власти кооперировали, всех объединили. У кого было 5 оленей, у кого 10, у кого 100. Всех объединили. Называлось государственными. А что нам досталось? Абсолютно ничего. И лошадей с каких пор вы держите? Наверное, лет 7-8, вот так вот, наверное. И олени, лошади друг другу не мешают? Не, нисколько. Они даже привыкли друг к другу. Когда лошадь соскучится, они поговорят по-свойски. Да? Да. Один как заряжат, а олени тоже по-свойски отвечает, хрюкает. То есть они узнают друг друга? Видимо, понимает. У Марии Егоровны, когда мужики уезжают куда-нибудь поработать, там нормально видно, что женщины за оленями ухаживают и на учахах ездят. Это нормально или это? Ну, конечно, нормально. Когда мужики это на охоту или... Наверное, постоянно так делают. Ну, легенда есть, да, про это. Там с 2 ребенками осталась одна женщина, и ее муж на охоту пошел и не вернулся, а там видишь, что баран стоит там. И она это хотела убить этого барана. И, ну, там скала же крутая. Там он поднимался, она поднимался и хотела наткнуть ножом, и споткнулся и упал. Погибла там. Вы знаете всех этих предков, которые здесь лежат? Не всех. Очень много тут в могилах, очень много. Испокон веков, значит? Конечно. Не всех я знаю. Но это все родственники должны быть. Конечно. Здравствуйте, я приехал, всех оленей потерял.
Какой у нас месяц сегодня? Месяц. Не поверят мне. Не поверят. Почему? Поэтому я пришел спросить. Почему не поверят? Ну скажут, ты в марте, может, снимал. Нет. Сегодня какое число? 18 июня. Точно. 18 июня. Посмотрим, что здесь творится 18 июня. Жуга! Жуга! Важенок. Тугу ты все выпали, да? Да. Конечно. У вас детей сколько? Детей у меня всего было 3, да, и то одного потеряла. А внуков сейчас сколько у вас? 4. Одни девочки. И как вы думаете, ваши дети будут продолжать вашу работу? Очень желаю, очень желаю. В данное время они хотят, конечно. Хотят. И не смогут, наверное, по-моему, без оленя. Будет рано. Ну, вот то, что пасем, это обычное дело. Летом, вот сами видите, люди приезжают с родичей. Детям нравится, школьникам нравится. Все они приезжают.
ваших предков было легче в том смысле, что у них не было выбора, они всю жизнь там жили, в горах, в стаде. А сейчас ты уже и в поселке живешь, и в стаде. И вот ты так сказал, что если ты в стаде находишься, то тебе хочется в поселок, потому что здесь, ну, и девчата, и водка есть, и телевизор есть, ну и так далее. И в поселок приезжаешь. Ну, стадо как-нибудь тянет. Тянет все равно. Да, все равно. И о чем думаешь? Вот что олени делают, если не теряются, если... Или это просто не вопрос такой? Нет, такой большой вопрос нету, но... Просто тянет? Ну, просто что-то есть там, наверное, что-то там забыл или там оставил, просто все равно тянет. А если там поеду, то, ну, 2 дня будет или 1 день, а потом, ну, в поселок тянет. В поселке тоже такое. Ну, я ничего особенного такого не хочу, но, наверное, что-то есть. Я заявил, я буду кочевать со своей семьей по своим горам. И думаю, некоторое время буду кочевать, пока сыновья не подрастут. И потом видно будет, как все получится. Там зависишь от самого себя. Ты считаешь себя мужчиной, и от тебя зависит жизнь твоих близких. Реально зависит. И можно делать то, что ты хочешь. Жить так, как хочется. Это как возвращение к детству. Я думал, что все вены, оленеводы еще в чумах живут. Тут уже в палатках. Это уже с детства так было? Ну, с детства. Не помнишь, чтобы в чумах жил? Ну. А Мария Егоровна, она чум там себе строит? Ну, она постоянно строит. Ну, говорит, что удобно так. Наш родной домик. Как по-венски называется? Улума. Где мы со стариком родились? Там на таком доме. Даже родились, да? А родились, а как же? Дети мои только на родильном. Это песня одинокого оленевода. Это очень молодой был, когда сочинил на якутском языке. Это поется про то, что как заходит солнце далеко-далеко. Это солнце, которое уже не встанет. Идет полярная ночь, и дорога моя не кончается. И это вместе с этим солнцем заходит моя любовь. И я уже туда не вернусь. И всю жизнь разлука, всю жизнь дорога. И никто меня не ждет нигде. Вот такая песня. Күн киренерер, хаялар деки, күн халан ата дириңин, субулар сулун букатын бүптер, мигин ал ырах, Kim da ketespet,
Allahum tukari ayan sola Allahum tukari araksi Beni berirah solus bolan Taptalim baraksan halakti Dohsun tabalar gönen sürdüler Del sürehteri mehe berdiler Oleren irebar tuheretibe Birbitin kurduk taptal ergibet Allahum tukari ayan solang Allahum tukari araksi Kenni berirak sulus bolan Tapdalim baraksan halakti Настройка, Хайдар, не для меня.